Здравствуйте, друзья! Студия Байер предлагает вашему вниманию обзор Кубка и первенства Уральского федерального округа по картингу. Мы отправляемся на картодром Аргамак в Богатых Сабах имени Евгения Львовича Шафранова протяженностью в километр и 600 метров. Для вас работает Владимир Башмаков. Сегодня в центре нашего внимания классы Супер-Мини для спортсменов и спортсменок в возрасте от 10 до 13 лет и также категория Восход. Всего сюда на Кубок и первенство Уральского федерального округа приехало 157 участников. Собралось у нас 157 участников. Это немало, если учитывать, что у нас чемпионат федерального округа Уральского был. Тем не менее, я хочу напомнить, что мы как раз-таки ведем работу, чтобы вернуть оба этапа вместе проводить. У нас раньше были два округа, Уральский и Приволжский. А к нам еще все сибиряки, все приезжали, Москва, все. Нас так искусственно разделили, но на следующий год Федерация автоспорта Республики Татарстан и Уральские федерации пишут заявление, чтобы нас Минспорта опять объединило, чтобы мы еще сильнее были, чтобы у нас так достаточно неплохой уровень. Но он для начинающих команд, для начинающих тренеров очень комфортный. То есть большое количество, несмотря, у нас есть и национальные классы, они проехали с удовольствием. Ребята на самом деле добавили, это тоже начальные классы, кадет, национальные юноши. Очень прямо, хорошо уровень пилотов Республики Татарстан, Уральского федерального округа, Приволжского федерального округа достаточно повысился и высок. Последнее наставление от Игоря Кравченко, и впереди у нас финальные заезды в категории Супер-Мини. Здесь ребята выступают на картах мощностью в 12 лошадиных сил. Первый финальный заезд на первой линии Владимир Матвеев и Софья Шаргородская. Оба представляют Набережные Челны. Владимир Матвеев выступает за команду КамАЗ Мастер Юниор и сразу же захватывает лидирующую позицию. Софья Шаргородская отправляется на обратную прямую. На втором месте она представляет команду Mad Max Racing Team и прессингует Владимира Матвеева достаточно жестко. Кирилл Ковалев также из Набережных Челнов вместе с ними, а также Владимир Береженцев и Михаил Ангельд. Это первая пятерка. В то время как участники находятся на первом круге, на старт финалов вышло 20 молодых картингистов. И пока что участник юниорской команды КамАЗа удерживает позади Софью Шаргородскую, но она оказывает серьезнейший прессинг на Владимира Матвеева. И борьба по ходу первого финального заезда категории Супер-Мини получается очень плотной, причем на всех этажах пелотона. Однако Матвеев и Шаргородская сейчас уезжают от соперников. И дальше Кирилл Ковалев здесь, по сути, возглавляет свою собственную отдельную группу. Там Береженцев, Ангельд, Пушкарев и Янгуразов. И мы видим, что Шаргородская здесь буквально приклеивается к заднему бамперу Владимира Матвеева на обратной прямой. Практически наскаровский драп здесь они демонстрируют. Но на самом деле это то, как сражаются ребята во всех высших картинговых категориях. Если посмотреть на заезды чемпионата Европы или чемпионата мира, там именно такая борьба, именно бампер в бампер, именно в борт-борт, как здесь сейчас было у 91-го номера у Михаила Пушкарева, который пытается обогнать и пытался там пройти Михаила Ангельта из Тольятти. Но пока что Пушкарев позади Михаила Ангельта, выступающего на карте под номером 79, а Владимир Матвеев продолжает лидировать и показывает лучший круг. Тем временем Кирилл Ковалев продолжает возглавлять свою собственную группу, а вот пара лидеров отрывается все дальше и дальше от всех своих конкурентов. И мы видим, что несмотря на лучший круг Владимира Матвеева, Софья Шаргородская продолжает оказывать на участника юниорской команды КамАЗ Мастер серьезнейшее давление. Здесь же пока что не удается все так же одолеть Михаила Пушкарева в сражении за позицию Михаила Ангельта. Перед ними Ковалев и также Владимир Береженцев. Позади остается треть первого финального заезда. И вот сейчас Матвеев вновь показывает лучший круг. И ему удается наконец-то между собой и Софьей Шаргородской оставить несколько корпусов карта. Напомню еще раз, что здесь выступают картингисты в возрасте от 10 до 13 лет на картах мощностью в 12 лошадиных сил.
И здесь доходит до столкновения 23-й номер. Это Матвей Макеев из Екатеринбурга. И своему сопернику он явно там очень такими недовольными жестами показывал, что он считает его виноватым в этой ситуации. Мы смотрим на повтор, в то время как гонка у нас приостановлена красным флагом. И это был 99-й номер Семен Крюков из Верхней Пышмы. И Семен Крюков явно там смещался на карт Матвея Макеева, так что его недовольство можно полностью понять. Друг за другом заезжаете в этот коридор. Я с зеленым флагом стою на линии старта. Если... Игорь Кравченко объясняет, какова будет процедура рестарта. Гонку нужно возобновить после того, как она была остановлена красным флагом. И сейчас картингистов выпускают обратно на боевую часть трассы Спидвейна. И вот сейчас в одну линию проходит рестарт, на котором продолжает лидировать Владимир Матвеев. Игорь Кравченко дает отмашку с зеленым флагом, и гонка возобновляется в боевом режиме. Здесь у Ковалева появляются новые шансы, и также у Софьи Шаргородской все-таки бороться за победу в этом финале, потому что незадолго до появления красного флага Владимир Матвеев смог от нее немножко оторваться и, наконец-то, скажем так, снизить этот градус давления, который он испытывал и ощущал на протяжении всего этого заезда. Но более того, сейчас у нас пара лидеров превращается в тройку лидеров, потому что на этот раз очень хорошо в ритм входит Кирилл Ковалев. Он сразу начинает и на Шаргородскую, и на Матвеева оказывает серьезнейший прессинг, и тоже едет с ними бампер в бампер, как я уже говорю, в лучших традициях мирового картинга. Отъезжают они от всех конкурентов. Владимир Береженцев за ними на 4-й позиции. Дальше продолжает бороться Ангельд и Пушкарев. Следом за ними Макеев, у которого как раз был контакт, но он сохранил свою позицию как раз здесь и продолжает борьбу. К счастью, он смог вернуться обратно в гонку и далеко не на самых последних местах. Еще раз напомню, что здесь на старт вышли сразу 20 участников в рамках этого финального заезда. И мы уже преодолели половину дистанции. Зрители, родственники и тренеры наблюдают, как обычно, за ходом соревнования с трибуны. Шаргородская вновь сейчас начала несколько отставать от Владимира Матвеева, в то время как участники уходят на последний круг дистанции. Матвеев немножко отъезжает от Шаргородской. Что же касается Софьи, то она теперь сама под прессингом, причем под очень серьезным прессингом со стороны Кирилла Ковалева. Все трое картингистов, которые сейчас на первых трех местах, они представляют Набережные Челны. Ну и Шаргородская вполне себе справляется с этим давлением. Она не смогла пройти Владимира Матвеева, но оставляет Ковалева позади. Ну а Владимир Матвеев, гонщик юниорской команды КамАЗ-Мастер, уже видит клетчатый флаг и выигрывает первый финальный заезд в категории Супер-Мини. Софья Шаргородская вторая, Кирилл Ковалев на 3-й позиции. Ангельд и Пушкарев замыкают первую пятерку. За ними Владимир Береженцев и Руслан Янгуразов. Ну а Артур Фасхутдинов на 8-й позиции. Гонщик из богатых собов замыкает топ-8. Владимир Матвеев. Впереди еще второй финальный заезд. Ну а сейчас его карт попадает в руки техников. Очень хорошее, очень уверенное выступление. Ну а мы переходим ко второму финалу. Вновь Матвеев и Шаргородская на первой линии. Итак, старт, и начинается борьба, и все юные участники устремляются к первому повороту. Фактически у нас здесь все так несколько разделилось на два пелотона. И технические проблемы сейчас у Артура Фасхутдинова из богатых собов возникают. Он очень медленно двигался по стартовой решетке. Матвеев начинает отрываться от своих соперников. И сразу же наращивает здесь небольшое преимущество. А вот для Фасхутдинова, похоже, все на этом заканчивается. Продолжается первый круг, и здесь кажется, что немножко уже подтаяло преимущество Владимира Матвеева. Кирилл Ковалев сумел пройти Софью Шаргородскую, которую и вовсе на этот раз оттеснили аж на 5-е место. И посмотрим, сумеет ли Софья прорваться и отыграть упущенные на первом круге позиции. И сможет ли Ковалев на этот раз составить какую-то серьезную конкуренцию Владимиру Матвееву. Или он точно так же, как и в случае с первым финалом, выиграет и второй финальный заезд. Конкуренты явно есть, но он очень хорош в эти выходные. И видим, что первый круг гонщик юниорской команды КамАЗа не просто заканчивает лидером, но и устанавливает лучшее время.
Ковалев, Пушкарев, Ингуразов и Шаргородская. Это первая пятерка. Далее Тимофей Цулин и Михаил Ангельт. Несколько сгустились тучи над картодромом Аргамак имени Евгения Львовича Шафранова, который находится в Богатых Сабах, по сравнению с тем, что было по ходу первого финального заезда. И да, Ковалев здесь старается Владимира Матвеева не отпускать, но и не сказать, чтобы он оказывал на своего конкурента хоть какой-то серьезный прессинг. А вот Шаргородская, похоже, одну позицию отыграла. Она сейчас впереди Руслана Янгуразова. И 21-й карт Шаргородская уже на 4-й позиции. Так что одно из потерянных мест на старте, даже будет правильнее так сказать, сейчас она выигрывает. И в целом сейчас у нас участники несколько подрастянулись, в то время как они отправляются уже на 3-й круг второго финального заезда. Вновь лучшее время у Владимира Матвеева, о чем свидетельствует то, что он горит фиолетовым сейчас в тайминге. И у нас продолжается борьба на протяжении второго заезда. И здесь у Ангельта, но на этот раз он сражается с Тимофеем Цулиным, а не с Михаилом Пушкаревым, как это было во время первого финального заезда. Тимофей Цулин на этот раз намерен финишировать выше. И Ангель пытается его пройти. Береженцев сразу следом за ними. Ну а Владимир Матвеев ближе к середине дистанции далеко уезжает от конкурента, в то время как Шаргородская проходит Михаила Пушкарева. Еще одна позиция отыграна. И теперь Софья Шаргородская возвращается обратно в первую тройку. Напомню, что она была второй на старте. На первой линии вместе с Владимиром Матвеевым по итогам прошедшей накануне квалификации. Оглядывается там явно Кирилл Ковалев, и Софья Шаргородская уже начинает дышать ему в спину. Лидеры сейчас уходят на 5-й круг дистанции. Вновь лучшее время у Владимира Матвеева, который продолжает отрываться от Кирилла Ковалева. И у Ковалева сейчас, скажем так, больше задач позади, чем впереди, потому что ему нужно отстаивать свою позицию. Тем временем здесь сейчас пытается Береженцев пройти и проходит Цулина. Их битва продолжается и доходит до контакта. И в итоге там в полуразворот Береженцева сейчас выставляла. Но Цулин, судя по всему, в этой ситуации остался впереди. Здесь же Шаргородская продолжает прессинговать Кирилла Ковалева. Она уже едет с ним бампер в бампер. А впереди еще половина дистанции. Так что у нее предостаточно времени для того, чтобы как минимум вернуться на вторую позицию. И вот она атака в первом повороте. И Софья Шаргородская проходит Кирилла Ковалева, в то время как они отправляются на обратную прямую. На самую длинную прямую картодрома Аргамак. В середине пелотона тоже очень много интересных битв. И там сейчас Марк Гринкевич и Владимир Береженцев сражаются. Но мы возвращаемся обратно к паре, которая по-прежнему бьется за вторую позицию. Шаргородская впереди, но Ковалев ее не отпускает и ищет какие-то возможности нанести контратаку. А вот сама Софья Шаргородская не подбирается к Владимиру Матвееву. Здесь продолжаются битвы. Береженцев все так же сражается с гонщиком 72-го карта, с Тимофеем Цулиным. 9-й и предпоследний круг дистанции. Второй финал Супермини. Первенство Уральского федерального округа по картингу. И здесь также следует атака в сражении. И она проходит. Вообще очень плотная борьба в середине пелотона. Но разворачивает в итоге Тимофея Цулина. Цулин, который держался в первой семерке большую часть заезда. Но там проскакивает вперед несколько конкурентов прямо сейчас. В том числе и Арина Яковлева, представляющая Нижний Новгород. Владимир Матвеев из Набережных Челнов выигрывает оба финальных заезда в классе Супермини. Первенство Уральского федерального округа по картингу. Он становится победителем первенства, набирая максимальные 200 очков. Шаргородская второй раз на второй позиции. Здесь до последнего продолжается битва. Матвей Макеев против Марка Гринкевича. Ну что же, результаты второго финала. Владимир Матвеев впереди, Софья Шаргородская, Кирилла Ковалева, Михаила Пушкарева и Михаила Ангельта. И в итоге Владимир Матвеев выигрывает первенство Уральского федерального округа по картингу 2023 года, набирая максимально 200 очков. Софья Шаргородская вторая, Кирилл Ковалев на третьем месте. Отличное выступление молодого картингиста юниорской команды КамАЗ Мастер. И очень хорошее выступление Софьи Шаргородской и Кирилла Ковалева. Ну а мы переходим к финалам в классе «Восход». И здесь он проходил, как обычно, в рамках Кубка Республики Татарстан.
30 участников. Сегодня не заведется, ну не надо. Ну и как вы видите, здесь принимают участие преимущественно взрослые картингисты на этой технике. И сейчас они отправляются на прогревочный круг. 30 участников, которые представляют Республику Татарстан. Ну и сразу на старте проблемы у Айрата Хайбриева и Амира Закирова. У них проблемы с тем, чтобы тронуться с места. И дальше, когда все участники устремляются в бой, они пытаются еще завести с толкача свои карты. Ну а здесь у нас сражение за лидерство. Преодолели соперники первый поворот и сейчас будут готовиться уйти на обратную прямую, на стартовый же. Похоже, все-таки Хайбриев и Закиров прямо сейчас уходят в бой. Ну а лидирует у нас на 16-м карте Ильнар Галимов из «Богатых Сабов», один из местных пилотов, и среди его главных соперников Динар Даминов. Сейчас соперники находятся на первом круге, очень плотный пелетон, и мы видим, что Ильнар Галимов очень далеко от всех уехал и лидирует очень уверенно, а за ним Сергей Маньков из Алметьевска на карте под номером 49. Очень плотная битва идет за вторую позицию. Там участники меняются местами между собой, перекрещивают траектории. Динар Даминов тоже в этой группе. И вот он идет сейчас в атаку на Сергея Манькова. И Динар Даминов из «Богатых Сабов» отбирает у своего конкурента вторую позицию и оставляет прямо сейчас 49-й карт Манькова позади. Тем временем там практически вывозят на газон сейчас. Это была Эрика Гореева на ее 93-м карте. И вывез ее Александр Алексеенко. При выходе с обратной прямой немножко цепляет обочину Роман Шафранов. И, в принципе, он не один такой. Достаточно большая здесь в итоге получается такая пылевая завеса. И то же самое здесь делает Айдар Нагимов из Казани. Напомню, что Роман Шафранов также у нас представляет Казань. Этот картодром назван именем его отца, Евгения Львовича Шафранова. Продолжается борьба на втором круге. И теперь уже пытается Сергей Маньков третью позицию удержать. И вот как раз неподалеку Роман Шафранов идет там в первой пятерке. Активно в сражении принимают участие и Ильмир Мукминов на карте под номером 92. Шихудинов такой Шафранова, но остается позади. Маньков под прессингом. И пока что здесь Сергей Маньков удерживает третье место. Но посмотрим, надолго ли его хватит в этой борьбе. Здесь же активно принимают участие Айзат Садиков в сражениях на карте под номером 38. Ну а лидировать продолжает Ильнар Галимов, который сразу захватил лидерство. И мы видим, что после контакта без переднего бампера остается и останавливается сейчас у нас за пределами трассы Руслан Минулин из Казани, представляющий команду МАК Титан. Здесь же все так же продолжает Марат Галиуллин прессинговать. И сейчас идет в атаку на Сергея Манькова. Они поравнялись перед первым поворотом. За ними идет на следующей позиции. Их преследует Ильшат Шайхуддинов на карте по номерам 53. Один из многочисленных представителей «Богатых Сабов», для кого это вот уж действительно во всех смыслах этого слова на 100% домашний картодром. И борьба на обратной прямой. Мы видим, как пытаются здесь движениями тела буквально свои карты разогнать два участника, но в итоге теряет позицию Станислав Никаноров. И похоже, что это технические проблемы. Он замедляется и сейчас сворачивает с трассы. Похоже, что для Станислава Никанорова, да, мы видим, что он покидает карты. Маршал уже его технику здесь оттаскивал. И в атаку прямо сейчас идет Ильмир Мукминов на Эдуарда Егорова. И мы видим, что Мукминов все-таки на выходе захватывает позицию. Ну а здесь за пределами трассы на 12-м карте прямо сейчас оказывается Роберт Гайбадуллин. Перестарался он на выходе с обратной прямой. И также мы видим, что для Семена Сидорина заезд остается позади. Его карт стоит на обочине. Ну а здесь у нас сражение за лидерство. И прямо сейчас Динар Даминов догнал Ильнара Галимова. И это сражение за первое место. Но уже последние повороты финального круга. И сейчас Ильнар Галимов, оставляя соперника позади, одерживает победу по итогам первого финального заезда в классе «Восход». Динар Даминов на второй позиции, Рифат Исрафилов в третьей, Марат Галиуллин и Ильшат Шайхуддинов замыкают первую пятерку. Возможность
немножко перегруппироваться, и впереди второй финал. Итак, старт. Очень неплохой старт сейчас был у Динара Даминова. Посмотрим, как дальше будет развиваться для него гонка, в частности, в сражении с Маратом Галиуллиным. И видим, что проблема сразу же у Роберта Гайбадуллина вновь возникают. До этого он широко выезжал вот в этом месте в рамках предыдущего финального заезда. Ну и за лидерство у нас много баталий. Похоже, что Динар Даминов-то на самом деле хоть и неплохо изначально тронулся с места, но потом позиции потерял. И вот по первой отсечке тайминга он явно где-то был в районе 5-го места. На второй позиции Ильнар Галимов. А лидирует сейчас Марат Галиуллин. На карте под номером 80. Ну а здесь сейчас в атаку идет Галимов, пытаясь найти какую-то лазейку и пройти Галиуллина. И он ныряет на внутренний радиус и опережает спортсмена, выступающего на карте знаменитой фирмы Тони Карт. Именно на таких картах выступал Михаэль Шумахер. Дальше мы видим Динара Даминова. Он все-таки на 3-й строчке. И сейчас находится впереди Рифата Исрафилова. Не сдается тем временем Марат Галиуллин, а Ильнар Галимов ставит лучшее время круга. И для Роберта Гайбадуллина на этом гонка завершена. Но первая тройка сейчас у нас очень плотно сражается в рамках второго финального заезда Кубка Республики Татарстан по картингу в классе «Восход». Напомню, что проходил этот этап в рамках первенства и Кубка Уральского федерального округа по картингу. И мы видим, что впереди сейчас у нас Ильнар Галимов начинает отрываться от своих преследователей. Что же касается Галиуллина, то он явно оказывается под огнем атак Динара Даминова. Даминов успел догнать Галимова в рамках первого финального заезда, но обойти его тогда не успел и не сумел. Сейчас он идет в атаку в предпоследнем повороте с небольшим контактом, и Динар Даминов выходит на вторую строчку. Ну а следом все так же Рифат Исрафилов продолжает прессинговать Марата Галиуллина из Болтаси. Здесь у нас в основном, впрочем, среди его соперников сейчас картингисты из богатых собов. Среди лидеров на своем домашнем картодроме один из участников оказывается очень широко за пределами трассы на выходе из последнего поворота. А Ильнар Галимов продолжает лидировать и ставит лучший круг. Здесь же у нас сейчас допускает ошибку Руслан Минуллин, достаточно распространенная помарка. Ну и в сражении Айдара Нагимова и Айзата Садикова сейчас Садиков оказывался за пределами трассы. И также у Эрики Гареевой явно были технические проблемы, и она сошла с дистанции. А Ильнар Галимов продолжает лидировать. 33-й карта, Семен Сидорин, значит, у нас до этого ошибался. Ну а здесь за 8-е место Егоров и Мукминов сражаются. И сейчас Ильмир Мукминов проходит Эдуарда Егорова, поднимаясь на одну строчку выше. Но похоже, что их битва сейчас может продолжиться, в то время как Ильнар Галимов уже лидером ушел на последний круг дистанции. Он выиграл до этого также первый заезд. Здесь у нас продолжается борьба, при этом Рафиль Исрафилов следом за ними сейчас замыкает первую десятку. Участники на обратной прямой, и явно то ли какие-то проблемы, то ли с разгоном, что-то не так было у Ильмира Мукминова, но он сейчас еще одну позицию теряет, и теперь он только 10-й. Здесь же у нас мы видим, что Динар Даминов прошел Ильнара Галимова на последнем круге и отобрал у него лидирующую позицию. И таким образом Динар Даминов одерживает победу во втором финале. Ильнар Галимов второй, третий Марат Галиуллин, четвертый Рифат Исрафилов. Ильшат Шейхутдинов замыкает первую пятерку. И по дополнительным признакам при равенстве очков с Ильнаром Галимовым Динар Даминов становится победителем данного этапа Кубка Республики Татарстан 2023 года в классе «Восход» на картодроме Аргамак в Богатых Собах. Организация этого этапа, несмотря на некоторые сложности, тем не менее, как и всегда, была на высшем уровне. Уровень организации, уровень судейства, Кубка и первенства Уральского федерального округа по картингу и также этапа Кубка Республики Татарстан.
из-за того, что сейчас запрещены дроны, были, конечно, проблемы, чтобы наблюдать сверху. Хорошая проекция, как всегда, сверху с дрона. И мы видим, кто где нарушает правила, кто кого подталкивает, где выезжает за белые линии во время старта и так далее. Этого нам очень не хватало сегодня, но мы постарались все-таки определить виновных. Были протесты, были наказания, была новая форма в виде заявлений. То есть беседовали пилотов, объясняли, что лучше все-таки провести мировую между собой, между спортсменами разобраться, нежели выносить вам какие-то сильные замечания, либо штрафы, либо выписывать временные наказания. На этом наш первый выпуск цикла программ, посвященных первенству и Кубку Уральского федерального округа по картингу 2023 года, подошел к концу. Большое спасибо за внимание, друзья. Эту программу для вас подготовила студия Байер. Для вас работал Владимир Башмаков. До новых встреч.